Somon Air выполнила первый рейс из Душанбе в Исламабад. В Таджикистане размер показателя для расчетов в наступающем 2023 году повысится на 6,25%. Афганские компании обвиняют Узбекистан в срыве поставок электроэнергии. Джо Байден подписал закон о признании однополых и межрасовых браков. Шавкат Мирзиёев прошелся по домам в Ташкенте, чтобы узнать, есть ли тепло. Авиакомпания Somon Air накануне 13 декабря выполнила первый рейс из Душанбе в Исламабад, сообщает об этом агентство Ховара со ссылкой на пресс-службу Somon Air. В ближайшем будущем в рамках программы расширения маршрутной сети Somon Air планирует выполнять полеты в Пакистан на регулярной основе, что послужит новым толчком в развитии двухсторонних отношений. Как отмечается, Душанбе и Исламабад находятся в одном часовом поясе, пассажирам рейса нет необходимости перестраиваться на другое время. Время пути из Душанбе в Исламабад составляет 90 минут, полеты будут выполняться на комфортабельных лайнерах Boeing 737-800 и Boeing 737-900. Размер показателя для расчетов в наступающем 2023 году повысится на 6,25% с нынешних 64 сомони до 68 сомони. Об этом говорится в принятом законе о государственном бюджете Таджикистана на 2023 год. Данный показатель устанавливается в государственном бюджете с учетом уровня инфляции, прогнозируемого на соответствующий год. Применяется этот показатель для исчисления налогов, пошлин, штрафов, обязательных платежей, а также для исчисления тех или иных стоимостных предельных величин, социальных пособий и надбавок в соответствии с законодательством Таджикистана. Размер показателя для расчетов до 2019 года повышался один раз в 2 года, а после увеличивается на ежегодной основе. Афганские компании обвиняют Узбекистан в срыве поставок электроэнергии. По словам представителя афганской энергетической компании, Узбекистан прекратил поставки электроэнергии. Афганская энергетическая компания заявила о том, что Узбекистан временно приостановил поставку электроэнергии в Афганистан из-за неполадок. Как сообщает Узньюз, об этом заявил в видеообращении официальный представитель афганской энергетической компании ДАПС Хехматулла Майванди. Отмечается, что Узбекистан не смог исполнить контрактные обязательства перед Кабулом. По словам Майванди, на сегодняшний день власти Афганистана пытаются восполнить дефицит энергии за счет наращивания внутренних мощностей, включая перезапуск афганских ТЭС. Также отмечалось о первоочередном снабжении жилых кварталов за счет сокращения энергопотребления госучреждений. Президент США Джо Байден подписал закон о защите права жителей страны на заключение однополых и межрасовых браков, акт об уважении к браку. Церемония подписания прошла во вторник, 13 декабря, на южной лужайке Белого дома в присутствии вице-президента Камалы Харрис, лидеров демократов в Сенате и Палаты представителей, первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден и представитель ЛГБТ-движения. Дорога к этому моменту была долгой, но те, кто верит в равенство и справедливость, никогда не сдавались, цитирует СНБ слова Байдена, сказанные во время церемонии. Многие из вас рисковали своими отношениями, своей работой, своей жизнью, чтобы бороться за закон, который я собираюсь подписать. Говорю от себя и от всей нации спасибо. В конце ноября акт об уважении к браку одобрил Сенат США. За проголосовали все сенаторы-демократы и 12 их коллег-республиканцев. Палата представителей, в которой большинство до конца года принадлежит демократам, также поддержала законопроект. В Ташкенте в Махалле Ширин президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев зашел в один из многоквартирных домов, поговорил с хозяином квартиры, поинтересовался, тепло ли у него дома. На опубликованных кадрах глава Республики Узбекистан стучится в одну из дверей многоквартирного дома, ему открывает мужчина. Мирзиёев спрашивает у жильца, как у него дома с теплом. Мужчина отвечает на вопрос, а после признается, что нервничает. Самое главное, чтобы было настроение хорошее. Холода пройдут, мы будем делать все, чтобы вам было тепло еще лучше, пообещал Мирзиёев. С начала декабря в Узбекистане стоят аномальные холода. Возник дефицит газа, введены веерные отключения электричества.